В вопросе необходимости разработки Шихана Куштау есть два главных довода. Первый довод, что Куштау не уникален. Второй довод, то, что предприятие БСК не сможет работать на альтернативных месторождениях и оставаться прибыльным. Его придется закрыть. Давайте разберем каждый из этих двух доводов. Первое. Шихан не уникален. Чтобы было вам понятно, приведу пример. Представьте, что вы живете на ферме, и рядом с вами пасется 3 зубра. Это краснокнижные животные, вымирающий вид, которых в мире осталось всего лишь 5000. А недалеко, в 10 километрах, есть загон с быками. И вы говорите, зубр – это тот же самый бык. Те же копыта, рога, только немного шерсть отличается. И поэтому зарежу зубра, получу мясо, потому что ехать 10 километров – это слишком долго. Вот та же самая ситуация происходит сейчас с шиханами. Но только отличие в том, что зубров в мире сейчас 5000, а шиханов осталось во всем мире только 3. Нет больше нигде в мире таких же аналогов, то есть останцов Пермского рифа посреди долины. То есть Шихан – это уникальный памятник природы, геологический, геоморфологический, биологический и культурный. С точки зрения биологии на Шихане Куштау расположена максимальная концентрация краснокнижных растений и животных во всей республике Башкортостан. И это значит, что если мы уничтожаем Шихан Куштау, некоторых видов растений и животных больше не будет нигде в мире. Второй довод – то, что предприятие не сможет быть прибыльным на альтернативных месторождениях. Мне, как геологу, необходимо искать месторождения для промышленности. И если бы не было альтернативных месторождений, я бы, возможно, задумался, что, допустим, один шихан придется отдать, чтобы работало предприятие. Но когда есть альтернативные месторождения, об этом и речи быть не может. А они существуют, и мы сейчас с вами разберем. Первое. Почему предприятие не сможет быть прибыльным? Сторонники БСК утверждают, что расстояние транспортировки в 60 километров и более, оно делает производство соды слишком нерентабельным, и они не смогут конкурировать с зарубежными заводами, производителями соды. Но если мы посмотрим на работу других содовых заводов в России, к примеру, содовый завод в Березниках, который принадлежит той же компании Башхим, которой принадлежит и башкирская содовая компания. Данный завод возит известняк с расстояния 80 километров и остается рентабельным. Крымский содовый завод возит известняк за 120 километров и также остается рентабельным. Кроме того, есть решение Федерального совета по правам человека, в котором указано, что себестоимость известняка в стоимости соды составляет около 3%. Кроме того, есть экономические расчеты, что даже если транспортные расходы увеличатся в 3 раза, предприятие БСК останется рентабельным. И более того, рентабельность предприятия БСК будет такая же, как и в среднем по рынку кальцинированной соды. На данный момент, к примеру, данные 2018 года, операционная рентабельность БСК составила 25%. Для сравнения, нефтяная компания «Лукойл», ее рентабельность в этом году составила всего лишь 11%. Рентабельность компании «Содовой» в Германии составила 10%. И поэтому, если БСК будет возить известняк из альтернативных месторождений, то она снизит рентабельность до среднерыночной, но никак не будет работать в убыток. Второй довод сотрудников БСК о том, что сырье не подходит для производства соды. В технических условиях, которые установил БСК для производства соды, указано содержание примеси СО2, то есть кремнезем или тот же самый песок, не более 0,5%. Это чистейший известняк, который может быть только рифогенный. Однако мы знаем, что содовые предприятия, тот же самый Березниковский содовый завод, он работает, можно посмотреть на сайте, указано допустимое содержание песка и глины не более 4%. Песок – это и есть СО2. Завод в городе Мидхапур в Индии, Tata Chemicals, там допустимое содержание примесей СО2 не более 2,5%. Поэтому мы понимаем, что другие заводы, они прекрасно работают на сырье с большим содержанием кремнезема. Альтернативные месторождения, которые предлагались БСК, к примеру, Худолазовское месторождение, там содержание СО2 не более 1%. То есть данное сырье подходит для производства соды. Таким образом, мы понимаем, что альтернативные месторождения существуют. Есть возможность оставить для потомков шиханы, в том числе Шихан Куштау, и сохранить прекрасное содовое предприятие. Весь вопрос только в меньших прибылях. Поэтому в данной ситуации можно перефразировать слова Дмитрия Ивановича Менделеева. Разрабатывать шиханы ради известняка все равно, что топить печку ассигнациями.